Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкели, и новый выпуск Nocta Live. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. Сегодня мы поговорим о том, как официальные лица Гагаузии стали клоунами Шора и пытались нас убедить в том, что он выполняет свои обещания. На этой неделе в Кангазе прошло мероприятие, которое сидящая в кресле Башкана Гуцул пафосно назвала началом строительства парка отдыха и развлечений Гагаузия Ленд, который носил до этого разные названия: Гагаузленд, Огузленд, но по сути является клоном проекта беглого преступника Шора под названием Архейленд. Примечательны метаморфозы, которые предшествовали этому мероприятию, связанные с выделением земельного участка в селе Кангаз под строительство Гагаузия Ленда. В одном из прошлых выпусков мы говорили о том, что Совет села Кангаз в нарушении всех процедур, прописанных в законе, выделил организации однодневки, зарегистрированной в полуразрушенном доме в селе Русское Киселе, территорию детского лагеря «Костер» под строительство парка аттракционов. Территория лагеря «Костер» по решению Совета выделялась безвозмездно на длительный срок. В то же время Совет принял это решение, не получив от заявителя необходимых документов, например, проекта, сметы, источников финансирования и других документов, необходимых в таких случаях. Уже 6 октября на сайте Примарии села Кангаз появилось объявление о проведении публичных слушаний по вопросу выделения участка под этот же Гагаузия Ленд, но уже в другой части села, в микрорайоне Светлый. О том, как прошли эти публичные слушания и прошли ли они вообще, Примария не сообщает. Но на Facebook-страничке сторонника Шора и советника Евгения Гуцул Михаила Влах мы нашли информацию о том, что 20 октября в ДК села Кангаз прошло мероприятие, где собралось большое количество людей. Михаил Влах утверждает, что это были публичные слушания, где, по его словам, жители села Кангаз поставили точку в вопросе места строительства парка аттракционов Гагаузия Ленд. Мы не знаем, какую точку и где поставил Михаил Влах, но, насколько нам известно, местный совет села Кангаз не выделял земельного участка под строительство парка аттракционов Гагаузия Ленд в микрорайоне Светлый. Решения совета нет, но они, я имею в виду Гуцул, Константинов и еще несколько человек из команды Константинова и Шора, почему-то торжественно запустили процесс строительства парка, назвав это историческим днем для Гагаузии. Наша коллега Влада Вершинина поехала туда в четверг, 26 октября, то есть через 2 дня после так называемого начала строительства Гагаузия Ленда, и обнаружила, что никакие строительные работы там не ведутся. Мы не знаем, будет ли в Кангазе или в Гагаузии вообще парк аттракционов, построенный на деньги беглого лидера ОПГ Шора, но клоуны в Гагаузии точно есть. Причем клоуны на руководящих должностях. И сейчас я объясню почему. Во-первых, такие мероприятия по запуску проекта с участием официальных лиц могут проводиться только после завершения всех юридических и технических процедур. И вообще, надо задаться вопросом, должны ли официальные лица Гагаузии участвовать в запуске строительства парка аттракционов, который строится на деньги беглого преступника и лидера ОПГ. Технические и юридические вопросы, связанные с выделением земельного участка, тем более такого большого по площади, не могут быть решены за 4 дня. Сначала должно быть принято решение Совета, которое не может быть принято за 2 дня. Для принятия такого решения могут понадобиться месяцы. Пока Совет изучит вопрос, изучит проектную документацию, которой, как мы понимаем, нет. Пока определит целесообразность строительства этого объекта на территории Кангаза, изучит источники финансирования, подумает о рисках, связанных со строительством такого объекта, и прочие вопросы, которые не могут быть проигнорированы. В общем, пока не изучены все обстоятельства, Совет не может принять такого решения. После этого должны начаться процедуры по изменению статуса этого участка земли с публичного на частный. Это тоже занимает определенное время. Время, которое необходимо для решения всех технических и юридических вопросов, это не дни и не недели, а месяцы. Но у Шора нет столько времени. Ему уже сегодня нужно показать, что он сдерживает свои обещания. Но он не может начать строительство, а если так, то спектакль тоже сгодится. Примечательно то, что все официальные лица, участвовавшие в этом спектакле, знали, что нет соответствующих решений местного совета и других компетентных органов.
Поэтому строительство не может быть начато. Но Евгения Гуцул, посаженная в кресло Башкана, настаивает на том, что это именно начало строительства парка аттракционов Гагаузия-Ленд. Ребята, у вас нет никаких документов, которые разрешали бы вам строительство чего-либо на этом участке земли, даже общественного туалета, даже нужника. Кого вы держите за идиотов? Этих бабушек и папа, которых вы наверняка за деньги свезли для массовки? И это еще один сюр. Вы только вдумайтесь, бабушки и папы в первых рядах на запуске строительства парка аттракционов. Парк аттракционов – это все, что не хватает папам и бабушкам Кангаза для полного счастья. Так получается? Я вам так скажу. 24 октября 2023 года пробито очередное дно. Должности Башкана, председателя Народного собрания и депутатов просто растоптаны до нельзя. Люди, облеченные полномочиями и властью, участвуют в цирке и на подтанцовке у преступника, который обманывает гагаузов, чтобы удержаться на плаву в надежде выиграть следующие выборы и избежать ответственности перед законом. Константинов, который кричал, что «мы за закон», участвует в клоунаде по обману гагаузов и помогает Шору оболванить не только народ Гагаузии, но и народ всей Республики Молдова, создавая впечатление, что Шор выполняет свои обещания. Константинов заявил, что этот день останется в исторической памяти гагаузского народа. Да, я соглашусь с Константиновым, но внесу маленькое уточнение. Этот день останется в исторической памяти гагаузского народа как день позора и еще раз подтверждает, что Константинов не соответствует этой должности, каким бы хитрым и изворотливым он ни был. Наша коллега Влада Вершинина поговорила с примаром села Кангаз Михаилом Есиром для того, чтобы выяснить обстоятельства строительства парка аттракционов Гагаузия-Ленд. Примар сообщил нашей коллеге, что решение о выделении земельного участка еще не было принято. Он также сказал, что партии приходят и уходят, а парки остаются, намекая на то, что он приветствует решение о строительстве парка аттракционов. Есир, к слову сказать, баллотируется на очередной срок от партии «Возрождение», клона партии Шор, которую некоторые пользователи интернета называют партией вознаграждения. Очевидно, вознаграждение за участие в коррупционных и мутных схемах типа строительства Гагаузия-Ленда. И у меня возникает вопрос господину примару. Неужели парк аттракционов – это все, что нужно селу Кангаз? Евгения Гуцул на этом мероприятии заявила, что они построили в Кангазе 2 километра дорог и в следующем году откроют парк Гагаузия-Ленд. Ну, во-первых, не факт, что откроют, а во-вторых, это все, что Кангаз получит от башканства Евгении Гуцул, 2 километра дорог и парк аттракционов, который, повторюсь, неизвестно, построят ли. И кто вообще решил, что селу Кангаз нужен парк аттракционов? Разве в Кангазе есть план развития села? Там указано, что селу нужен парк аттракционов? И неужели селу, в котором нет канализации, нет дорог, имеется в виду на всех улицах, где-то там, конечно, есть асфальтированные дороги, но на большей части села их нет. Отсутствуют важные необходимые услуги для населения. Селу, которое находится рядом с самым загрязненным водоемом Гагаузии, куда стекается канализация Камрата через Елпук. Нужен парк аттракционов за деньги беглого лидера ОПГ? За то, что руководители села якшаются с лидером ОПГ, Кангаз лишится международных инвестиций и национальных проектов. Неужели парк аттракционов от лидера ОПГ, который неизвестно, будет ли построен, стоит того, чтобы лишиться возможности финансирования поистине важных для села проектов от партнеров по развитию и центрального бюджета? И теперь самый главный вопрос. Зачем нужен был этот цирк под названием «Начало строительства парка аттракционов Гагаузия-Ленд», которое никакое не начало, а просто клоунада? 5 ноября, то есть через неделю, пройдут местные выборы, где все мы будем выбирать примаров и местных советников. Илон Шор хочет показать своим кураторам из Кремля, что он способен получить власть в этой стране, и поэтому хочет выиграть выборы в как можно большем количестве примарий. Шор пытается всех убедить в том, что он сдерживает свои обещания, и поэтому он разыграл спектакль под названием «Начало строительства Гагаузия-Ленд», не имея никаких разрешительных документов. Это говорит о том, что никаких обещаний Шор не сдерживает, а просто рисует картинку. Достаточно вспомнить Тераклию, где в 2019 году был избран кандидат от партии Шор Вячеслав Лупов, сейчас примар, пообещавший Тераклии 5 новых автобусов и бесплатный общественный транспорт для стариков и детей, материнский
Капитал 7 тысяч за первого ребенка и 10 тысяч за второго ребенка. Лупов, а по сути Шор, тогда еще пообещал тараклийским пенсионерам по 1000 лей на продукты питания и многое другое. И ничего из этого не было выполнено. И возникает вопрос, сможет ли Шор выполнить свои обещания в Гагаузии, если даже в Тараклии он их не выполнил, которая в 10 раз меньше Гагаузии. Мы сейчас даже не рассуждаем насчет того, уместны ли эти обещания и зачем Гагаузии парк аттракционов и аэропорт, который обещал Шор. Мы просто задаемся вопросом, будут ли выполнены эти обещания. Пример Тараклии показывает, что он обещания не сдерживает, что наводит на мысль о том, что и в Гагаузии будет то же самое. Но гагаузские чиновники уже поспешили поблагодарить Илона Шора, причем от имени всего гагаузского народа. За что благодарить? За то, что нас обманывают? За то, что вы выставляете Гагаузию посмешищем перед всем миром? Документов нет, решения совета нет, даже проекта нет. Но гагаузские чиновники уже заявляют во всеуслышание, что строительство началось. Народное собрание должно пресекать и не допускать незаконные и преступные действия исполкома. Но председатель Народного собрания и близкие к нему депутаты в этом всем участвуют. Человек, получающий из бюджета Гагаузии зарплату как советник Башкана Михаил Влах, заявляет, что жители Кангаза самостоятельно приняли решение и поставили точку в вопросе того, где будет расположен парк аттракционов. Но какое решение могут принять рядовые жители Кангаза, если у них нет таких полномочий для принятия таких решений? Такие полномочия есть у местного совета, а местный совет такого решения еще не принял. И что это, если не каменный век? Вот что несет в Гагаузию Илон Шор. Примерно то же самое с 1000 леев, которые Шор пообещал пенсионерам, у которых пенсия ниже 3000 леев. Еще нигде ничего нет, а они уже трубят, что процесс запущен. И потом, в Тараклии обещали то же самое в 2019 году и ничего не выполнили. Я считаю, что все должностные лица, участвовавшие в этом балагане, должны сложить свои полномочия, потому что они намеренно приняли участие в преступлении по оболваниванию всей страны в пользу беглого лидера ОПГ Илона Шора. Определитесь, либо вы клоуны на подтанцовке у Шора, либо вы работаете на Гагаузию. А пока вы не определились, уйдите в отставку и не позорьте себя и автономию. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Не забывайте подписываться на Нокту в социальных сетях и про возможность поддержать нас через Patreon. Вам это обойдется в несколько чашек кофе, но для нас это очень важная поддержка в нашей работе и деятельности по борьбе с пропагандой. До свидания.